Это, дверь вот так открытый был. Я его ждал, там стрелял. А он еще успел там гранату выкинуть в меня. Ты встречаешь его ответным огнем, да? Да, ответным, очередной это. Не автомат, а очередной это. Тык-тык-тык-тык. Ну, экономить патрон, да. Вот близкое расстояние было, я его стреляю. Я сам, типа, в шоке, как я не попал, типа. Оказывается, я попал. Он спрятался, тут еще граната кинул, я сразу вышел. Я ухожу, а он меня без автомата. Просто у меня в руках автомат был, он это держал, ну, в рукопашной схватке зашли уже. Ну, там было страшно, конечно. Он больше тебя был? Конечно, больше. Намного больше было. И я сразу пытался нож вытащить. Он мою руку мою держит, потом я вытащил, я его ударил. Ну первый удар я ранение получил, сам себе ранение сделал. Потому что скользкий был нож, весь крови, он крови, я крови. Скользкий был, а он сразу рукоятку взял и меня ударил. И моим же ножом меня ударил. Он сверху, потом я сверху. Я его там зубами. Пришлось это делать. А ты понимал в тот момент, что это бой насмерть и выживет только один из вас? Мы оба это знали, потому что в таких боях только один выживет. Или он, или я. Любым способом надо победить как-то. Нас так учили. Любым способом надо выжить. Ну, на видео видно, что у тебя эмоций вообще никаких, да, вот противник твой звал на помощь, кричал, да, от тебя до последней минуты вот этого боя, да, вот, ни единого звука. Почему это так? Это, я знал, ихняя территория была, поэтому без звука надо здесь все делать. И я знаю, что мне подкрепление не придет, потому что 5 километров, 6 километров они далеко от меня. А зачем звать-то их? Я боялся этого, а вдруг их и не придут. Вот это только у меня, лишь бы побыстрее его прикончить и скрыться, да. Я его убил, но в конце это видно, там я у него гранату положил. Прощай сказал, но он тоже что-то сказал, бормотал. И спрятался этот в кладовке. Потом еще раз контрольную сделал и зашел, подвал был.